Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео, пишет хорошие, добрые комментарии и делает донаты моему каналу. Я, мои дорогие, за вас прошу каждый день высшие силы, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете и делаете для меня. Итак, тема сегодняшнего гадания звучит так. Честно, все по правде. Что вам предначертано судьбой? Если не боитесь узнать правду, пожалуйста, приглашаю вас к гаданию. Если есть сомнения и смущения, тогда, конечно, лучше для вас перейти на другое видео, либо на другой канал. Итак, мои дорогие, пожалуйста, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Я хочу знать правду. Что мне предназначено по судьбе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас, мои дорогие зрители, самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, что же вам предназначено по судьбе? Что вам предназначено по судьбе? Что вам предназначено по судьбе? Так, ну что, мои дорогие, мы договорились, что говорим правду. Это честное, правдивое гадание, без пуха и без прикрас. Я вижу, что вам по судьбе, видите вы сами, да, очень много зигзагов, очень много проблем, вопросов и тяжестей, которые предстоит, и уже половину вы порешали, но другая половина еще предстоит. Предстоит вам путь испытаний. Испытаний на прочность, испытаний на силу, на мужественность, на доброту, на умение прощать и отпускать. Вы знаете, мои дорогие, у меня тут такое чувство, что вам, ну, просто все задания и задачи со звездочкой выпали именно в вашу долю, в вашу судьбу. Это непростой путь, непростой, но, мои дорогие, он того стоит. Это путь преодоления себя, преодоления трудностей, награда. Вот главный итог. Вы человек, который просил счастья. Вы человек, который хотел спокойной, счастливой жизни. А знаете, что это самая большая ценность — спокойная, счастливая жизнь. Многие хотят деньги, но деньги не делают человека счастливым либо спокойным. Деньги не дарят безумную, яркую, страстную любовь, да, даже не в плане безумную, а в плане того, что там настоящую, искреннюю. Да. Они не дарят этого. Понимаете, человек в погоне за какими-то материальными ресурсами, он теряет суть и ценность этой жизни. Конечно, без ресурсов нам никуда, но ресурсы, они всегда должны быть на втором месте, на третьем, на 10. Самое главное — это счастье. Жизнь одна, и каждый человек обязан прожить эту жизнь счастливым человеком. Вот как идет. У вас это счастье будет. Я вижу на вершине у вас два человека. Два человека спина к спине. Спина к спине. Они в расслабленной позиции, они отдыхают, они созерцают все то, чего они добились вместе, вдвоем. Они на вершине просто блаженства, да, когда они вдвоем, когда им хорошо. Они могут не только разговаривать, да, любить друг друга, но и когда они молчат, они тоже ощущают эти все чувства, и они счастливы. Счастливы тому, что жизнь именно так прошла и так сложилась. Я вижу двух счастливых людей у вас в венце. Это ваши
будущее. Это то, к чему вы идете, к чему вы придете. Дорога к этому будущему, что у вас очень такая, видите, как змея вьется, да, что у вашего будущего, либо настоящего партнера, да, тоже вот такая змея. Но девушки, женщины гораздо сложнее, потому что у мужчины дорога, она-то попроще чуть-чуть, да, вот она потоньше и не такая яркая, а вот у женщины с женской стороны достаточно сложная судьба, сложная жизнь и много-много испытаний. Знаете, здесь прям больше, наверное, чем на любую другую судьбу выходит испытаний и каких-то вот болезненных ситуаций. А здесь преодоление и несчастной любви, и предательства, и болезни всякие, и неприятности, и кто-то вообще, человеку вообще абсолютно одинокий, вот как по жизни одиночка идет. Вот женская судьба очень сложная, очень. Я вижу прошлое, и прошлое меня даже человека, который повидал очень многое, ну реально ранит. Мне тяжело о вашем прошлом говорить, оно здесь... Ну просто какой-то, не знаю, какой-то фатум над вами был в прошлом. У мужчины попроще. У мужчины идет такое, знаете, путь становления, путь созидания, путь борьбы. Но это все, знаете, все, что по силам. Вот у мужчины все по силам, ему дается по силам. А у вас, мои дорогие женщины, тут, конечно же, борьба за жизнь, за себя, за выживание. Даже не знаю, тут очень сложная ситуация. Очень вам, мои дорогие, тяжело пришлось. И кто-то еще до сих пор в этой тяжелой ситуации находится. Здесь очень важно, вот что хочу сказать, вот как-то вас бьют вот то по рукам, то по ногам, то по рукам, то по ногам, да, то бьют вас по любви и отношениям, то бьют по материальному. Вот как-то и туда, и сюда, туда-сюда, как нету передышки в этом, да. Понимаете, вот прям даже я вижу, у кого-то даже зависимые отношения были, очень сложные зависимые отношения, и зависимые в плане и любви, и в плане и материальном. У кого-то так, у кого-то по-другому. То есть сложная, очень сложная жизнь и очень сложная судьба. Колючки, очень много колючек, которые вы проходили, которые вы преодолевали. Девушка, женщина в начале пути, она нежная маленькая птичка, которая, знаете, как... Она радовалась жизни, она дарила себя, свою красоту, свой талант, свои умения, ну, всему миру, да, всему миру она несла красоту и радость. Но поняла, что мир ее очень жестко использует, что ее ресурсностью пользуется, а потом, когда она как выжатый лимон, ее просто, знаете, как под зад коленом. Мои дорогие, ну, говорю правду, да. Очень много таких испытаний вы прошли, причем, знаете, как проходили, как в первый раз. Каждый раз у вас вот все влюбилось, пелена перед глазами, человека люблю, ничего страшного не будет, это тот единственный, тот, который мне подарит счастье. И раз такая головой в отношения, а вам там оп, и пендаля оттуда. Больно, обидно, время потрачено, ресурсность потрачена. Все, а что дальше? Разбитая корыта. Вот такая идет ситуация. У мужчины, кстати, тоже была такая ситуация. Вот тут у него то измены были, то его использовали и ему изменяли. То есть, знаете, как я скажу, я вижу, что женщина, она как птица Феникс. Каждый раз, сгорая в пламени страстей, она восстанавливалась и шла по жизни дальше. А у мужчины здесь ожог очень сильный, один и на всю жизнь. То есть он обгорел конкретно, там, да, там 90% поражения. И до сих пор он пытается восстановиться. Вот такое идет отношение. И даже если это ваш мужчина, с кем вы в отношениях, в паре, в браке, понимаете, что в прошлом очень сильно его покусала одна бешеная собака. И до сих пор эти укусы очень болезненные. И когда он на вас как-то реагирует, ну, скажем так, странно, да, там, агрессировать может, либо недоверчиво к вам относится, знайте, что это именно вот тот яд, который она, та бывшая, впустила ему в кровь, он играет. Вот такая идет ситуация. Он, конечно же, излечится, он, конечно же, очистится. Видите, у него свеча его жизни горит, и она чем дальше, тем ярче будет гореть. Все это есть. Но пройдет время и в ваших отношениях, и с вами, да, вот притирка пройдет, все будет хорошо. Дайте немножечко времени. Знаете, мужчина, кстати, очень жаркий, очень горячий к вам идет. А вы женщина, которая тоже живет и страстями, и эмоциями, и ждет, и жаждет любви.
Здесь у вас прям хороший такой тандем получится, хороший коннект у вас пойдет. Это замечательно. Так, что я хочу вам еще сказать? Я хочу вам сказать, что у вас, мои дорогие женщины, кто смотрит, очень жертвенный характер. Вы жертвуете собой, своей любовью, своими чувствами. Да всем, что у вас есть, вы готовы жертвовать по первому зову, да даже и без зова, да, все, что имею, все раздаю, да, ради любимого человека к ногам готова бросить всю себя без остаточка, если там попросит, да, полмира обойду ради него. Вот это тоже очень такой, скажем так, вредоносная особенность вашего характера, по-другому и не скажешь. Я не призываю вас к тому, чтобы вы какая-то были меркантильная, либо при своих интересах. Я призываю вас в первую очередь любить себя и себя в этой жизни. Да? Конечно же, вы можете любить и партнера своего, и детей, и родителей. Это нужно делать. Но свой интерес ставьте всегда на вершину пирамиды. Всегда. Поверьте, если вы будете себя всегда там куда-нибудь задвигать, отодвигать, сначала ваши близкие люди скажут вам спасибо, второй раз скажут спасибо, а на третий раз они вам скажут: а ты должна. Как это? Ты 2 раза, значит, собой жертвовала, а что случилось? 3-й раз не хочешь, да? Значит, не любишь нас? Вот такая может быть пойти ситуация. И каждый раз вы наступаете, мои дорогие, на одни и те же грабли, когда вы, скажем так, выстилаете вот эту дорогу себе в ад своими хорошими поступками. Вот уходите от этого, любите себя, занимайтесь собой, позволяйте любить себя. Смотрите, что у вас происходит на данный период времени. Вот в каком состоянии вы и мужчина, да, который вот он, либо он уже ваша пара, либо он вашей парой станет. Вы, мои дорогие девочки, сейчас вот такая вот вся прям жертвенная, вся прям открытая, вся такая растрепанная, готовая ко всему, да, ну, в смысле, в хорошем смысле слова, ко всему готовая, да, ради человека любимого, ради семьи, готова просто на все. Полностью открытый человек, полностью вот эта ваша энергия и направо, и налево, вы себя тратите, в прямом смысле тратите впустую. Вот так вот расходуете себя на данный момент. Вот она, вы видите, открытый колпачок, крышечка открытая, да, энергия у вас прям выхлестывает. А мужчина наоборот зажался, видите, он весь зажался, скукожился, у него даже энергия эта к нему и не входит, да, вот нету ни маленькой ни дырочки, ни щелочки, как ей туда в него попасть, чтобы его там зарядить и восстановить. То есть 2 человека на какой-то деструктивной программе сидят. Вот реально, вы сидите на деструктиве полном. Что у вас по ходу должно произойти? К чему вы должны оба прийти? Вы, мои дорогие девочки, должны прийти к состоянию змея. Видите, змея? Змея – это мудрость. Змея – это женское очарование. Это где-то может быть и хитрость, где-то может быть и эгоизм. Но в большей степени эта змея не агрессивная, это змея мудрая, которая созидает, помогает, наставляет, знает себе цену, своему времени, своим ресурсам, знает, как выстраивать хорошие, стабильные, конкретные отношения. А мужчина должен прийти к состоянию волка. Волк вот в турецкой мифологии, вот в гаданиях, это знак защитника, это знак сильного человека, который наделен силой, да, который может создавать, созидать, зарабатывать, защищать. Да, защищать он должен и вас, и семью, и род ваш, и всех любимых людей, всех вокруг защищать. Это защитник мужчина. К такому состоянию вы должны прийти. Вы мудрая, а он защитник и добытчик. Вот в таком симбиозе у вас будет хорошая, счастливая семья. И вот он волк, а вы змея, и вот к чему вы приходите. 2 счастливых человека лежат на вершине мировоздания, да, скажем так, потому что вот этот весь рисунок — это мир. Да, вот как рисуют на картах, карта мира, да, вот это мир вашей жизни. Вы на вершине, и вы наслаждаетесь. Наслаждаетесь тем, что имеете, что у вас получилось. Вот так вот, мои дорогие, запомните, к чему вам нужно идти и к чему нужно стремиться. Чем раньше вы
найдете этот путь, чем раньше вы осознаете свою личную, свою ценность, вы осознаете, мужчина ваш осознает, тем быстрее вы пойдете в нирвану, в такую, да, когда вы довольны собой и своей жизнью. Вот такое гадание, мои дорогие, у меня вышло. Надеюсь, вы меня правильно услышали, поняли и начнете действовать. Полюбите себя и полюбите себя в этой жизни. И все будет у вас замечательно. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.